День добрый! Мы продолжаем рассказывать о внутренних ремонтных работах. Так как мы объединяем балкон с кухней, балкон нам нужно обязательно утеплить. И это мы делаем с помощью фольгированной пленки 3 мм, пенофлекса толщиной 50 мм. И все стыки заполняем монтажной пеной, тем самым создавая эффект термоса. Главное помните, что пену необходимо использовать ту, что предназначена для работы в летний период, так как зимние и универсальные монтажные пены содержат толуол, который растворяет пенофлекс. Эти пены нам не подойдут. По всей квартире мы будем делать стяжку с керамзитом средней фракции. Отсюда начинаем устанавливать маяки, фиксируя на гипсовый раствор. Далее засыпаем керамзит средней фракции и выравниваем на расстоянии 30 мм от верх установленных маяков. Поливаем его цементным молочком и оставляем на сутки для схватывания. Далее будем заливать саму стяжку. В ванной разводку труб водоснабжения мы производим из сшитого полиэтилена. Этот материал приобрел широкое применение благодаря стойкости к коррозии. Этот полимер не ржавеет, не гниет, практически не деформируется. Трубы характеризуются гибкостью и эластичностью, поэтому их значительно легче укладывать, а монтаж не требует соединительных модулей, что снижает стоимость работы. Так как потолки у нас натяжные и двухуровневые, то все провода для освещения затянули в гофру и проложили по потолку. Капель используем ВВНГ. Выполнен он из оболочки термостойкого ПВХ-пластика, не поддерживающего горение и не выделяющего при нагреве вредных ядовитых веществ. Все соединения производим в глубоких подрозетниках с помощью фирменных клемников фирмы Вага. Нормативы и правила определяют порядок размещения проводов, их прокладывают только по вертикальным и горизонтальным линиям. При наличии горячих трубопроводов проводку следует защищать от воздействия высокой температуры асбестовыми прокладками или использовать провод с защитным покрытием. Запрещается прокладывать провода пучками, а также на расстоянии менее 3 мм друг от друга. Как и планировалось ранее, в квартире запланирована система кондиционирования. И поэтому мы устанавливаем две мультисплит-системы, состоящие из 4 внутренних блоков и 2 наружных. Трубы под фреоновую трассу готовы. Сейчас мы закладываем фреоновые трубы и кабель. После того, как стены будут ошпаклеваны и поклеятся обои, мы смонтируем внутренние блоки сплит-системы. В следующем видеообзоре мы приступим к чистовой отделке. До встречи!